Mınaziyem. Şak Şaman Ostunba Lamalı Muzея Kize Gurastegen. Şiuh yıldaşsayım. Purne desire. Şakında kindişin tavzımaki galaza. Аксак смахсине галашыне бе. Конечно, бе, пурни десире вырысун загидеди. Вырысун загидеди. Кунда гелне вилашыне. Ну, кунда калачурашан бек пулма бударайтман, ебе чынакта малашны деенде, куда вырысла да, чувашла да. Нумай, сильный зембан вырысларак пульдеш пуленде. Хам чуваш пузасында, мунашла чуваш тезе жутлап хама, чуваш чилгибе, чуваш культурбе, чуваш халгибе муктанаган жинебе. Ну, кунда вырысла жерін жын кажары. Иккелде кавасмалла буладын кунда берин. Вот шамбек шутласа жүрені май, шакна калашыны үлдашсен. Благодарди. И бир килне хал полнапыр. Кадак шене поколение гилет. Пирин каймала да булет, адак тиде. Ну, паянки гон шагынбек шутларым. Şak müceye duası niye buna? Ben niye kutlarım kayınca? Müceye buna şakna yoldaşım. Kutlarım akımdı. Вырезунда гидетьпер. Добро пожаловать. Рахими Тегес. Велкоме. Друзья, я создал свой архив-музей интеллектуального чтения на добрую память о нас с вами, о нас, прежде всего, пожилых и ушедших из жизни товарищах. На добрую память. Тем более сознание наше, сознание будущего связано именно с нашими осмыслениями прошлого. С нашими осмыслениями прошлого и настоящего. Поэтому, объявляя свой вот этот архив-музей интеллектуального чтения, я объявляю достоянием не только своим, но и не только своих членов семьи, но и я это объявляю именно достоянием народа, прежде всего жителей села Тойси, района, республики. Прошу вас только об одном. Сохраните вот эту всю мою философскую синергетику, как я это выражать буду еще в дальнейшем, философскую синергетику, да? Вот в пространстве решения глобальных проблем человечества. Время, я уже говорил, время идет вперед. Вот, а Россия, наша матушка, она сегодня при всех своих положительных качествах тянет все мировое сообщество вперед к прогрессу. Вот в этой связи я и сказал. Россия, устремленная в будущее, обязательно выработает единую для планеты программу восстановления гармонии человека и природы, при этом осваивая просторы Вселенной. Она, разрабатывая идеологию формирования общепланетарного космического сознания, я уверен в этом, она станет возглавлять Всемирную академию гармонии, глобалистики и футурологии, с ее стратегическим научным синергированным будущим. Вот. Ее стратегическими научными центром. При жизни своей я осознанно хочу заявить, друзья, уважаемые посетители моего архива-музея, хочу заявить следующее. Значит, тот путь, который выбрала Россия, во всех отношениях он правилен. И наш президент Владимир Владимирович Путин
на сегодняшний день я его считаю, многие, наверное, мои единомышленники так согласятся со мной. Владимир Владимирович, я считаю, что Россия, она сегодня мессия грядущего дня человечества, мессия грядущего дня человечества. А Путин, наш уже премьер-министр, министр создаваемого мирового правительства. О чем мечтали мои учителя, о них я еще скажу в своем, в этом выступлении, там, в этом здании, в этом комплексе. Поэтому я даже, уважаемые друзья, создавая свой архив-музей, это дом просвещения, Чувашское отделение Всероссийского общества знания. Потому что сейчас замечаем, у нас сложно демографии, рождаемость, прочее и так далее. Но многие уже на лицо видно, что села пустеют, пустующие хозяйства, многие и так далее. Но я думаю, люди, они должны оставаться людьми, разумными, тем более, когда такие люди уже в свое время, Циолковский, Королев, Сергей Павлович, о них мы еще скажем, мечтали и говорят нам, что на одной земле нам скоро будет тесно. Нам надо завоевывать и космос, космический пространство. Поэтому, объявляя этот весь комплекс свой, архив-музей интеллектуального чтения, для смотрящих с Земли на Вселенную, я хотел бы, там я уже сказал, это у меня связать именно с сегодняшней деятельностью российского космоса. Как в свое время говорили мои учителя, у нас на Земле более 200 с лишним государств. Столько правительств, сколько наций, народностей и так далее. Но человечество перед силами природы должно, я думаю, на мой взгляд, кажется, оно должно подчиняться законам Вселенной. И я не зря говорил там еще о формировании общепланетарного космического сознания. Мы должны сплачиваться, и чтобы все живущие на Земле люди, то есть социум Земли, был настроен на то, чтобы между нами было полное взаимопонимание, и чтобы мы создавали, свой, я объявил здесь, стратегический научный совет Земли, имени Вернадского. Я так представляю, это дом-музей фантазии отдельного субъекта, может быть. И поскольку меня приняли уже как 3-й год, наверное, народный академик, я горжусь за это звание, но учился, я об этом еще тоже скажу, но далее у меня идет Чувашская народная академия наук и искусств там. Я хотел, озвучил я свои мысли на одном из таких заседаний президиума Чувашской народной академии, когда они меня приняли уже, народные академики. Я говорю, я хочу возглавить в структуре Чувашской народной академии, я хочу создать, секцию моделирования ЕСМШ в мире ДСМС. Это, наверное, моя терминология пока, но ДСМС нет. Секция моделирования единой, синергированной методологической школы наукознаний в мире. ДСМС это Борис Тихоновича Малышева, учение Малышева, профессора МГУ, царство ему небесное, его сейчас нет, многие его не понимали в свое время, диалектически самодвижущихся материальных систем. Секция моделирования ЕСМШ, единой синергированной методологии школы наукознания в мире диалектически самодвижущихся материальных систем.
Ну, поскольку вся моя философия, Владимир Петрович, она связана с освоением Вселенной, космоса, я не мог, тем более у меня небо, космос, я рос как раз в то время, когда началась эпоха покорения космоса, полет Юрия Алексеевича Гагарина, Германа Титова, Германа Степановича Титова, кстати, у него сегодня день рождения, 11 сентября, в 1935 году он родился, да, вот генерал-полковник авиации. И вот я у себя, она земляк, Андриан Григорьевич Николаев, Андриан Григорьевич Николаев, вот, ну как не гордиться такими людьми? Я его живом видел, встречался, даже поздоровались за руку несколько раз, я помню, несколько раз, только немного, может быть. Ну вот, решил, потому что у Земли проблем много, и без освоения космоса мы это не осилим. Вот и я решил, вот у меня тем более связь с Шоршевским музеем космонавтики, у меня прекрасные отношения, я знаю многих сотрудников, в том числе и директора Тумакова Александра Николаевича. Вот они скоро собираются приехать сюда, поскольку я объявил, что мы, Тосик, я у себя при архиве музея интеллектуального чтения открываю вот этот Тощинский филиал Торшинского музея космонавтики. Тощинский филиал мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Андрея Григорьевича Николаева. Они обещали, вот приедут, там согласованно есть график Министерством образования, просвещения, да? И вот они приедут в ближайшее время к нам, вот, мы ждем их, добро пожаловать, как говорится, вот, Шоршевский музей космонавтики, передвижной музей космонавтики, они приедут, привезут сюда, говорят, планетарий, телескоп, вот ребята, школьники будут приходить и смотреть за звездным небом, смотреть про космос, кинофильмы и так далее. И вот поэтому, и они даже знают, вот, Владимир Петрович, обратите внимание, в архиве музея, вот поскольку он объявлен Тощинским филиалом мемориального комплекса летчика-космонавта Николаева, вот в архиве музея постоянно для смотрящих, постоянно действующая выставка экспонатов Шоршевского музея космонавтики. Вот эти многие, потом вовнутрь пойдем, посмотрим тоже, все они предоставлены научными сотрудниками нашего Шоршевского музея космонавтики. Вот. Ну, в целом у меня в мыслях было, когда вот увековечить как бы память, добрую память своего рода Салминых. Вот у меня, я горжусь интеллигентной, образованной элитой рода Салминых по линии Иванка Мигулы, Азатевал, Владимир, Азатевал, Каремыш, империализм Доброзирай, Шабыш, Шаллебе, Вашадедебе. Вот. Антон Николаевич, у него было, у дедушки моего было бабушкой, значит, 5 детей, 3 сына, 2 дочерей. Вот. Ну а потом еще вот увековечить хотел. И вот еще так совпало, что вот когда я создавал весь этот комплекс, вот все это хозяйство, ну вот прошли вот такие даты, было 175-летие Тощинской средней школы и Свято-Троицкой церкви, 90-летие нашего Батыревского района и 170-летие патриарха Чувашского просвещения и культуры Ивана Яковлевича Яковлева. Вот всему этому я и решил все это дело создать, оставить после себя вот несколько вот такие, может быть, они в философском плане правильные, а может некоторые есть допущены понимания, потому что все это продукт моего субъективного мышления, так что я ни на что не претендую, то, что мои записи, они представляют особую какую-то научную ценность. Нет, я просто люблю мечтать, и вот на этот счет у меня даже, я решил оставить здесь, Владимир Петрович, что вот любознательный человек я вечный студент, вот, любознательность – это основа фундаментальных наук, так многие говорят, но я вот
Любая наука начинается с фантазии. Так что, друзья, вот почему я так говорю, все начинается интерес у меня ко всему этому. Я поэтому и решил вот, посвятить свой архив-музей и открыть при нем Тощинский филиал Шоршинского музея космонавтики, вот, посвящая именно 55-летию первого группового полета в космос и 45-летию открытия музея в селе Шоршевы.